3 по 6 сентября в нашем университете прошло событие, имеющее значение для всей мировой лингвистики. Международный лингвистический коллоквиум собрал ученых со всего мира. Кюшнер, Наймушин, Алтан, Моссап. Эти имена хорошо известны языковедам со всего мира. И слушать доклады столь значимых ученых в аудиториях родного вуза стало большим событием не только для студентов, но и для преподавателей. По словам ректора Раиля Асадуллина, международное сотрудничество вузов должно быть не только формальным показателем, а обычным явлением. Для нашего университета это ключевой вид деятельности. И то, что студенты из 22 стран мира обучаются у нас, прекрасный тому показатель. Впервые лингвистический коллоквиум состоялся в 1966 году в Гамбурге. С тех пор он ежегодно проводился сначала в Западной Германии, затем в соседних странах Западной Европы, а с 1990 года и в Восточной Европе. Количество участников коллоквиума превышает 100 человек, большинство из которых читают доклады на одном из языков конференции – немецком или английском. Решение провести столь значимое научное событие европейского уровня в Уфе было принято в прошлом году в Испании, где проходил 48-й лингвистический коллоквиум. За всю историю коллоквиума база проведения России выбиралась лишь дважды. В 2005 году вопросы лингвистики обсуждались в Московском городском педагогическом университете, второй раз у нас. И то, что БГПУ стала базой проведения коллоквиума, свидетельствует о том, что у нас работает сильная языковая школа. Традиция проведения коллоквиумов такова, что тот участник из желающих принять коллоквиум готов, тот, кто готов принять коллоквиум, тот и становится организатором. Так вышло и с Башкирским педагогическим университетом, когда 5 лет назад еще в Болгарии Татьяна Дмитриевна Шабанова изъявила желание провести коллоквиум в нашей республике. И год назад было получено подтверждение о них, она переговорила с организаторами в нашем университете, и таким образом коллоквиум состоялся. 50-й юбилейный коллоквиум пройдет в Инсбруке, в Австрии, и мы надеемся, что традиция проведения коллоквиумов продолжится. И в рамках коллоквиума мы стараемся сохранить как традиционные подходы, так и какие-то инновационные подходы к изучению и языков, и методики. Программа работы конференции была продумана так, что кроме пленарных заседаний и секций, гости могли посетить достопримечательности города, ознакомиться с культурными центрами, а также поехать на Южный Урал в деревню Айгир Белорецкого района, где находится крупный языковой лагерь. По количеству стран-участниц можно судить о том, что мировой политический кризис не влияет на научные отношения. Коллеги языковедов России из Германии, Великобритании, Швеции, Словении, Турции, Болгарии приехали в Уфу и тем самым добавили свой вклад в пути развития международных отношений. Прежде всего, это, конечно, возможность для наших студентов посмотреть, какими интересами болеет Европа, какая сфера научных интересов присутствует у наших гостей. Потому что то, что они предлагают, это глубокий, такой кропотливый анализ тех всех лингвистических компонентов, лакуны которых нам еще неизвестны. И поэтому очень важно, чтобы студенты старших курсов и первокурсники посмотрели, что же это все-таки такое.